Но не это гибнет. преступление, мы же Я подчеркнули. Это, уважаемые друзья, это этническая чистка. Это Да, это преступление, мы же этническая чистка, только кстати, что отметили. обыкновенная. Да, это обыкновенная действительно этническая чистка, но от того, что вы его как-то там называете, не называете, это убийство. То есть Нет, намеренное. послушайте, мы сейчас коснулись вопроса Перестаньте. репрессий. Репрессии осуществляются на основе законов Репрессии против данного народа. государства. Так и называется доклад Авторханова «Репрессии против народов», кстати, короче. То есть перестаньте играть вот этими словами. Репрессии – это иностранное слово, кстати, короче. Это просто намеренное народоубийство. Это геноцид, это преступление, мы же только что отметили. Мы же не какая противоречим разница? друг другу. Советский Союз намеренно убивал народы. И эти самые убитые народы входят в общее число уничтоженных, про которых Букча говорил, что 30 миллионов человек эта сраная страна СССР сталинский убил. Разве это не входит в это? Но я не знаю. Согласно Жириновскому, и в принципе я с ним согласен, было убито 100 миллионов. 100 миллионов людей. Впервые в истории человечества, впервые в 1918 по 1921 года, впервые в истории человечества химическое оружие было применено на мирных жителях Тамбовской, Смоленской и Тульской губерниях во время антоновских восстаний. Тухачевский отправил туда Троцкий был наркомом обороны, отправил туда маршала Тухачевского Жуковым. У них был немецкий газ иприт, который советское правительство получило у Веймарской республики. И они ипритом обстреливали леса, где скрывались тамбовские и тульские крестьяне. Это называется Антоновские восстания. Антоновские восстания были подавлены химическим оружием. Впервые. Это вот было, что... да. Ты не прав. Это Совет народных депутатов рабочих СССР принял вот такое действие, короче, и остальные там ни при чем. Это была диктатура пролетариата, о которой наш гость рассказывает. Так это же была гражданская война за власть. Ну, это понятно, что... Нет, это ситуация после гражданской. Но видите, да, допустим, они там убивали граждан в гражданской войне, но вот выселение, убийство, народоубийство, вот оно абсолютно ничем, там нету никаких законов, там нету никакого вообще, даже логического обоснования делать это вообще. Так это она просто опирается на силу. Этническая чистость Джугашвили и вот этого второго, как его, Берии, которым пришла в голову эта идея. Это им пришла однажды утром, им пришла в голову прекрасная идея. А почему бы это не выселить чеченцев и не убить их? Но это преступление, мы же подчеркнули только что. Да, я не насчет преступления. Это не просто преступление. В государстве, где, как вы говорите, какая-то система есть, где какие-то советы, да там, нет никакой системы в государстве. Подождите. Подождите, если там была действительно какая-то диктатура пролетариата и действительно какая-то система власти, короче, снизу вверх, то вот это дело было бы приостановлено, оно было бы невозможно. Если бы там действительно была какая-то независимая судебная система, это дело было бы невозможно. Если бы там действительно была бы какая-то независимая пресса, это дело было бы невозможно. И так можно до утра перечислять. Поэтому вам говорить, что это рабовладельческая диктатура вот этого человека. Рабовладельческая система когда была? Если у вас нет вообще прав, то вы раб, понимаете? Абсолютно вы лишены прав, вы раб. Абсолютно, неволя. Нету воли вообще. Вы не можете против системы действовать. Это на Западе. Я могу вот в Европе пойти в ЕСПЧ и против государства дело завести. Вы в СССР не можете этого сделать. Вы абсолютный раб этой системы. Даже не системы, какая еще там система. Вы абсолютный раб Джугашвили, если попроще говорить. Я предлагаю рассуждать объективно, да, то есть мы должны понимать, вы не предлагаете обсуждать объективно. Вы предлагаете обсуждать... Тесла, мне тоже можно минуту? Мы сегодня гостю 2 часа уделили. Минуту тоже мне дайте, пожалуйста, давай. Будет возможность.
صديق بردوشو بتاغيل كادو تدو ملش اشتاد بركمون اديك بدير ده Dēmā, dok воколш, иду док, црел хвойду, дать. Ну да ладно, но он дусун док снох чему отбудешь, когда док говорит на чеченском языке и оправдывает, не прямо, а косвенно хочет смягчить преступление целой вот этой машины, вот этой махины, которая перемалывает по сегодняшний день и перемалывала, и будет перемалывать кости чеченского народа, а тогда, видите, так было. Док, вы же взрослый человек, как вы можете оправдывать? Вот это, вы же Я не смягчаете, оправдываю. вы в ушах подрастающего поколения хотите смягчить. Ровно половина населения полегла в могилу из-за этой ссылки, из-за этой вот подлой, мерзкой операции «Чечевица». 3 минуты, 5 минут, 10 минут на сборы. Это что? Это Они что, не преступление, мы могли? же сказали, геноцид. Не, это не Преступление против выселение, человечности. это геноцид. Не, подожди, Дока, мы сегодня же знаем, мы умеем читать, писать на несколько языках, Дока. Сегодня это не прокат, это и геноцид, и этноцид, потому что все разграблено, вся литература, все артефакты, все ценности исторические увезены, еще плюс скот отдали вот этой скотине, которая рядом живет, вот этим гнилым обществом, вот этим соседям, братушкам недоделанным. Какой это? Тут вот один Хайбов, пример, там, беременная женщина, она там рожает прямо двойню, дети, старики, 800 человек там сжигают. Ты что хочешь тут? Ты что, нам по ушам проехался и хочешь домой пойти? У меня тоже погибли. Да нам плевать, кто у тебя погиб, потому что тебе самому на них плевать. Понимаешь? Мы хотим, чтобы это больше не повторялось, только мы устали от этой вообще, вот этой чертовщины русской, бедуинской, не знаю. Все, но мы устали, мы хотим поставить жирную большую точку раз и навсегда, чтобы это больше не повторялось. Это повторяется каждые 50, 70, 20, 30 лет. Мы же это уже видим, мы отслеживаем аналогию. Вы что, вы вообще в своем уме? Но это тогда видите, государство. Ну, как вы можете оправдывать? Так, половина вашего, если ты из этого народа, конечно, твоего народа полегло. И это самое мучительное смертью. Голод, холод, это самое невыносимое. А ты сидишь тут, как будто там 20 человек умерло, рассуждаешь. Не, просто выселили это депортация слова вообще неприменимо к этому. Депортация это когда от точки А к точке Б какое-то лицо передвигают. Тебя что, с твоим полностью багажом, там, с твоим скотом, там, не знаю, с твоими богатствами переселили в Казахстан? Вы что несете, Дока? Тут нету лопухов, по которым ты проедешься и домой пойдешь. Дока, это времена закончились. Это, Дока, газ на шляхам, да целовать нах. Нах аудалбат, Дока, Аллахсан. Можно слово? Эд, подожди секундочку. Хашугу, я хашкечку, махбу, что ты. Била, не учкому, похудебу. Пока болтаться, дискриминацию, ну, одного. Да, цукома голш, ицел. Да, хорошо, куда-то мер, шлячкой, твой шлячкой, свой сон, тятя, да, хвой. أتاكل أرقيته يدوتشون تعال ما تلاقل أردن شتى بواب يشحينا يتساوجون تعال تلاقل خليف ضاي أغني ميت دكتوري أزايم يهوي ودارع Нельзя его за это винить. У каждого в семье это происходило. И у моей тоже происходило. Сожгли моего прадеда, он ходить не мог. Когда моя бабушка мне рассказывает со стороны матери, со стороны, я вижу их глаза, понимаешь, этот ужас, когда этот голод, этот холод.
Они даже не знали, сколько им лет примерно дали, день рождения примерно устроили. У моей Понимаешь? у моей бабушки младенец родился, умер, и их остановили поезд, разрешили закопать. Она закопала его в снег, дочку. И когда поезд отходил, у них товарные вагоны, там щели между досками. Она видела, как собаки, как его, раскапывали то место, где она закопала свою дочь. И, конечно, мы ненавидим эту Ты власть. представляешь, после этого ты сидишь и просто, ну видите, эта власть такая была, что мы поделаем? Как будто какую-то курицу потеряли, вот изначально, ладно, 2-3 курицы полегло. Вы что, вот Позвольте, господа, ты что несешь, Дока, ты в своем уме? Мы этого никогда не мы забудем. говорим, вы меня извините, пожалуйста, мы говорим о теории всего лишь, о государстве, о классах. Можно пару слов? Пару слов, если позволите. Я говорю о теории, как о классах, о государстве, о диктатуре класса. Я ничего личного здесь не имею. Ваша теория этом- провалилась. Сегодня будь на месте, это Россия, Америка, мы Россию, Америку посылали. Эта теория доказала свою неживность. В мире ее уже проанализировали и сказали, она мертворожденная, она не может существовать. Она развалилась, изнутри развалилась. И она была еще человеконенавидческой вещью, уничтожавшей народы. И ничего хорошего в ней не было. Ну, видите, история, она же выдвигает такие моменты, когда это происходит. Это же имеет, следовательно, какую-то объективную причину. Какую объективную причину ты видишь, чтобы погубить пол народа? Что наш народ сделал? Покажи одну. Можно я скажу? Против этого Можно не я имею. скажу? Я сказал, это преступление против человечности. А десятки миллионов других? А других десятки миллионов? А там что? Другие люди, я же и говорю, что власть – это есть диктатура, любая власть. Мы вам доказали, что это не так, это неправда, не надо навязывать вашу теорию нам. Это не диктатура, власть. Но мы Я вам уже обмениваемся сказал. мнениями, я вам не навязываю. Ну, я вам говорю, что любая власть не является диктатурой. Если вы жили в диктатуре, не значит, что другие люди так живут. Не живут другие люди в диктатурах. И не является любая власть диктатурой. Есть власть закона, а не людей. Это другое. Избранных людей, которые их меняют, которым могут поменять, которых могут посадить, законы которых могут отменять. Вот что такое демократия, а не диктатура. Нет в мире диктатур, не надо нам навязывать эти идеи. Эти они у вас в голове, вы так жили. Это ваше представление советского человека. Мир доказал, что вы были неправы. Вместо того, чтобы понять, что вы были неправы, жили неправильно, вы заново пытаетесь вот эту вот мертворожденную вещь нам рассказывать. Она мертворожденная, она мертвая. Она не может существовать. Эд, говорите. Понятно. Здравствуйте Но ваша еще раз. точка зрения имеет право на существование. Я же не противоречу вам. Мы здесь обсуждаем эти вопросы с той целью, чтобы прояснить. Вам, конечно, может не нравиться то, что я говорю. Конечно, нам не нравится, Дока, подожди. У нас пол народа полегло. Мы не можем до 2 миллионов достичь. Нас каждые полвека нас истребляют наполовину или почти на полностью. Мы не согласны так жить. Понимаешь, мы не согласны это оставить. Да? Мы хотим правосудия, мы хотим, чтобы раз и навсегда этот не народ, а этот сброд ответил за свои преступления. Мы больше ничего, мы хотим представить перед всем миром этих варваров истинным лицом, а ты их лицо сглаживаешь, там, не знаю, там нужно было, ну, подумаешь, полнаселения
Это как? Ты своим детям тоже так объясняешь? Я объясняю, что это можно победить только сознательной, организованной борьбой. Сознательной, Так, организованной. подожди, один человек, который вот читал книгу, вот это, имя всегда забываю, Авторханова. Авторханов сам один человек вышел, и сидит целый народ вернул из Казахстана, ему пару человек помогали. Он поперек горла стал целому СССР. Тут не организованность нужна, а воля. И полностью, чтобы человек знал, что Там, нужно сделать. Тут один-два человека хватает. Организованная борьба, если ты даже не понимаешь, что есть проблема, что есть фашизм, что есть террор, что есть диктатура. Тут вообще мы еще на стадии разбирательства, что происходит. Если на старте даже человек, взрослый человек, озвучивает вещи, которые вообще не соответствуют каким-то нормам, да, человеческим, о какой борьбе против чего? Это как раз из области вот этого, то, что в России происходит, да, там наши бьют, а наши ли наши, там, когда не понимают, что они хотят люди, и там готовы, короче, я не знаю, на какие-то жертвы, там, он как Украину сейчас закидывает, как баранту. То есть мы тут еще не определились, оказывается, что такое хорошо, что такое плохо, о какой борьбе, там, организованности речь, вот это не пойму. Подождите, разве мы говорим о том, что происходит, это хорошо? Мы не говорим об этом. У нас конкретная тема, мы обсуждаем сейчас теорию. Вы не согласны с моей точки зрения, я это понимаю и принимаю. Но вы же не можете закрыть глаза, что в истории это все происходило. Это же происходило. Вы согласны с этим? Доктор, зачем ты нам это, что происходило, это что за детский разговор? Мы это все прекрасно помним, как сегодняшний день, как нам все это рассказывают. Мы эту хронологию, картину полностью в голове прокручиваем. Проблема в том, что как раз-таки вот хорошие русские, которые позиционируют себя хорошими русскими, какой-то альтернативой существующей вот этой Левнюковой банде в России, как раз-таки вот так вот они тоже как бы какие-то у них непонятные вот эти нарративы, да, или, скажем так, какие-то потуги, да, там бороться против Путина. Зачем, когда ты начинаешь ковырять? Вот Ходорковского послушаешь, в мире нет незавоеванных территорий, Кавказ когда-то завоеван моими предками. Я пойду воевать за Кавказ с оружием в руках. Понимаешь? Вот с таким этим в голове имперским, я не знаю, мышлением человек там в какой-то борьбе общества призывает, а потом, когда на деле появился момент проявить свой вот этот патриотизм, и когда на Украину напала Русская Федерация, и там как бы Кавказ это вообще ерунда. Московию и в целом вот этот там Новгород, основную Русь захватил как бы Путин, да, там со своей бандой. Это еще не Кавказ, там, да, который где-то с краю там защищает, не защищает. А вот эта вот банда, которая сам вот это фундамент Русни, ее историческую там, саму вот эту основу там, основание русское, захватили вот это вот террористическое во главе с Путиным. И тут появляется возможность восстать против этого с оружием. Вот как человек грозился, я на Кавказ, если надо, пойду, он наш, он завоеван. А сегодня всю Русню, по словам этих же людей, захватила вот эта банда. И предоставилась возможность поехать в Украину, создать батальон с западным оружием, западной техникой, собрать там армию и показать вот эта болтовня, ее на деле. То есть там проявить себя, показать свой патриотизм, взять вот это оружие, как спасал Кавказ на словах. Вот так же спасти всю вот эту Московию, всю Русь в целом. Тут эти люди полностью, я не знаю,
Вкусные. как бы помягче это сказать, да, там, ну, памперсы наполнили. И вот эта вот среда, и вот эта среда, она призывает к какой-то борьбе. То есть эти люди, они сами не определились, они не знают, что такое ценности, за какие ценности там вообще народ, что нужно народу. То есть это тоже такая же банда, которая предлагает то же самое, только вид сбоку. То есть давайте мы сменим Путина и дальше будем вот так вот этим заниматься, да, вот этим фашизмом, террором. У вас, да, док, у вас проблемы с вашими фундаментальными понятиями. Во-первых, вы говорили, что во всем мире диктатура, где власть диктатура. С этим мы не согласны. Во-вторых, вы говорили, что вот эти вот богатые люди, они присваивают все плоды труда рабочих. И вот здесь категорически вы не правы. Эти богатые люди, они дали возможность этим сотням тысяч работников работать. Это работники должны говорить этому Илону Маску, таким как он, спасибо тебе, потому что если не ты, этой работы у меня не было. У вас советский взгляд, что вот эти вот тысячи рабочих, а вот этот богатый крадет у них, он ничего у них не крадет. Он получает по заслугам, он это все организовал, он это все сделал, достал финансирование, все риски были на нем. Он всего это добился сам. А ваши понятия советского человека, что нет, все должны быть равны, и их грабят, и их не грабят. У вас с этими фундаментальными понятиями проблемы. И помимо этого вы должны были переосмыслить все, что сделал Советский Союз, и сказать, это было неправильно, это было чудовищно. Эта болезнь называется совок головного мозга. Это совок, реально. Вы должны были переосмыслить и будущим поколениям сделать так, чтобы это больше никогда не повторялось. Объяснять им, вы смотрите, у нас вот это было, это ужас был, столько миллионами людей умерло. А нет, вы говорите, нет, это такая система была, но это такая система была. Это, которая такая система, это была человека-ненавидческая система. Прецедентов в истории такой нету. Нету в истории прецедентов. Я ни одну страну не знаю, где бы десятками миллионов власть уничтожала своего собственного народа. Это нету нигде, ни в одной мировой истории такой страны, кроме как Советский Союз. Идите, откройте, покажите, где миллионами уничтожалось. Миллионами, десятками миллионов. Где такое вообще было? Прошу слова, если вы закончили. Говорите. Здравствуйте, уважаемые собеседники. Меня зовут Эд. Вы знаете, наверное, некоторые из вас меня знают, некоторые не знают. Я много изучал вопрос геноцида армян, вопрос геноцида черкесов, вопрос геноцида чеченцев и вопрос геноцида лезгин. Очень досконально много изучал. Есть очень хороший источник по чеченцам. Это воспоминания генерал-полковника Алексея Инаури, который непосредственно организовал операцию «Чечевица», который описывает все это, по мере тогда рассекреченной литературы. В его книге называется «Щит надежный, меч острый». Если есть чеченцы, которые читали эту книгу, то пусть отзовутся. Если не читали, обязательно прочтите. Там очень он досконально описывает ситуацию, как именно велась этническая чистка чеченцев. Значит, и так как я изучал вопросы геноцида армян, потому что я тоже был подвергнут геноциду и со стороны России, и со стороны Турции в разные периоды истории, в течение последних 250 лет, то я вам скажу, ни в одном документе не написано провести депортацию чеченцев или армян, потому что они чеченцы или армяне. Написано так. Это преступники. Они пытались сотрудничать с нацистами, с немцами, с Гитлером. Весь народ пытался сотрудничать, поэтому в наказание мы будем выселять тех, которые пытались сотрудничать. То есть они придают легальный якобы окрас своим преступлениям. Да. То же самое было в Турции. Вас обвиняли в том, что вы пытались сотрудничать с немцами, а до этого
с англичанами в 1860-е годы, точно такие же обвинения были выдвинуты против моего народа. И скажу вам честно, эта страна, так же как похожие на нее страны, не будем показывать пальцем, реально уничтожали наши народы. Реально. В этом нет сомнений. Это был геноцид. Никаким другим словом, это мое мнение, нельзя описать эти преступления. Никаким. Значит, 300 тысяч армян было депортировано, скажем так, выгнано, убито в Сибирь. 300 тысяч. Это 1937 год по 1944 год. Точно так, как чеченцы приходили домой с фронта, видели, их деревни нету, точно так мы приходили, наши предки приходили домой с этого пресловутого Отечественной войны фронта и видели, как их родственников нету. Без права переписки, без того, без всего. Никто не знает, куда они делись, что с ними случилось. Огромное количество как чеченских, так и армянских, лезгийских, черкесских семей просто разрушено. Разрушено. Это преступление. За это преступление кто-то должен ответить. Если это было... Что, извините? 100%, говорю, извините, перебил. Если они говорят, это не мы, это Советский Союз. Окей. А царь, что, власть меня, чтобы переложить ответственность за эти преступления с одного на другого? Нам, когда мы говорили, почему вы с Турцией заключили секретный договор по разделу... Я буквально, извиняюсь, Машков, буквально коротко. Когда нужно отвечать за геноциды, когда нужно отвечать за все преступления, да, там, такого огромного масштаба, ну и вообще в целом, эти люди аккуратно перекладывают всю вину, это Джугашвили, это Советский Союз, это и так далее. Когда речь идет о их праве на колонизированные народы этим же Джугашвили, этими же Советскими Союзами, то тут другая логика включается. Вы по праву принадлежите нам, потому что мы вас во время Советского Союза захватили, и мы правопреемники, мы имеем на вас как бы право. А это они говорят, да, открытым текстом. Ходорковский это сказал. Эд, мы сейчас вот подтверждение твоих и Ибрагима слов, просто минуты полтора. Мы покажем именно всем зрителям и вот этот док, который пришел, гость наш, как это происходит, как великий царь Русни умеет делать такие и лизнуть Америку одно место. Вот сейчас мы покажем. Уважаемый господин спикер Палаты представителей, уважаемый президент Сената, уважаемые члены Конгресса, дамы и господа, я имею высокую честь выступить здесь, в Конгрессе, великой и свободной страны, как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Опыт минувших десятилетий научил нас, коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы. Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований не только перед российским народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России. И если реформы проваливаются, заплатить многие сотни миллиардов долларов, чтобы как-то компенсировать эту потерю. Это касается экспериментов с бактериологическим оружием и известных теперь фактов по американским военнопленным,
корейскому Боингу и многое другое. Этот перечень можно было бы продолжить. Открываются архивы КГБ и бывшего ЦК КПСС. Более того, мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих темных страниц бывшей империи. Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку. Я помню это выступление, я помню, я его смотрел в прямом эфире, я помню. А как красиво звучало, да? Не, а я знал, вы знаете как? Смотрите, если разрешите, если кто-то хотел что-то сказать, я остановлюсь. Говорите. Смотрите, дело в том, когда в Рейкьявике Горбачев подписал акт о капитуляции в холодной войне, я тогда и уже сказал, это все липа, пока гарантии безопасности КГБистам не будут отменены со стороны США. Когда Горбачев вымаливал у Рейгана мир, Рейган согласился, но Горбачев попросил об одном одолжении, чтобы мы их на фонарных столбах не вешали. Я имею в виду чекистов и коммунистов. Горбачеву были даны эти гарантии безопасности. И вот эти гарантии безопасности все это погубили. Если кто-то хочет увидеть иную Россию, мы должны увидеть люстрацию. Пока люстрации не произойдет, пока... Абсолютная правда. Именно так. Не. Там, во-первых, я извиняюсь, должны провести границы Русской Республики. Четко. Макшанские болота. Определить, что такое есть Русская Республика, что такое русские. У них нету у бедных своей территории. Американские генералы начертят им, где будут они жить. Американские генералы покажут им. Там нужно сначала определить, а то у них нету ни национальной республики, ничего. Есть. Макшанские болота. Да, у них и все как бы, и ничего. Поэтому сначала надо определить границу Русской Республики. Начинать надо с этого. А потом уже кто хочет с ними, кто хочет под ними. Должен быть выбор. Значит, надо весь мир говорит о том, что якобы это немцы и Национал-социалистическая партия Германии совершила самое большое преступление против человечества. Убила 50 миллионов людей. Мы должны объяснить, доказать этому миру, что российская система убила в разы больше людей, чем немцы. Несколько раз. 5 или 10 раз. Если мы все знаем 20-30 концлагерей, то после 300 километров от Москвы на восток тысячи концлагерей. Тысячи. Сегодня. В Сибири даже есть северокорейские концлагеря, куда приходят корейские зэки работать, лес рубить. В Сибири сегодня, в 2025 году, в январе, мы должны этих чекист, мекист, нам, пока эта страна не переформатируется, мы должны быть за забором. Нам нужен забор. Извините за утрированное. На этот раз ножки Трампа не помогут, и переформатироваться мы им не дадим. Нам нужно дать им крылышки Трампа на этот раз. Ножки. Да. Надо всех, кто продавал эти ножки, которые присылали бесплатно США, всех выставить, которые показать и линчевать. Чекисты должны бояться из дома выходить. Чекисты должны зайти в норы, откуда крысы не выходят. Чекистов не должно быть нигде.
ЧКИС, КГБ, ФСБ, или как там это называется. Надо объявить террористической организацией, как с Аль-Каидой боролись, оранжевый комбинезон и цепи, и во всякий Гуантанамо. Вот таких надо по всему миру. Или ловить, или отстреливать. Отстреливать, потому что с террористами по-другому нельзя разговаривать. Это террористическое государство. Они убили составы правительства двух стран. Это Армения, 1999 год, 27 И октября. Польша. И Польши. Все правительство Армении было убито за несколько секунд прямо в парламенте. Все правительство Польши за 1 секунду было взорвано в самолете. Вот как они к нам относятся. Прости, что перебью. Клянусь тебе, поляки боялись со мной на эту тему говорить. Ты представляешь? Я говорю, ты что, вообще... Я на польском, конечно, ты не можешь со мной говорить об этом. Тут нам сказали, лучше об этом не говорить. Я говорю, как? Я вам объясняю это, что я говорю, слушай, говорю, их достреливали, там они ходили, добивали. Вообще не верят, прикинь, они говорят, что это невозможно. Прикинь, мир Никто не такой верит. наивные, такие Да. наивные, что они думают, что ты какие-то сказки рассказываешь. Они такие ужасные. Вы понимаете, в Санкт-Петербурге, в Кунсткамере, 1000 голов кавказских людей. 1000. В спиртах, в спирте, в банках. Понимаете, они как к нам относятся? Они есть, смотрите, русские вылезли из Киева. Все это знают. Все это знают, что славянские языки и так далее, и так далее. Киев имеет огромный вклад в развитие славянской культуры. Сегодня эти хайваны, извините за... бомбят этот город, откуда, в принципе, они вроде как бы и произошли. Это люди... Дополню, ну просто секунду. Без украинской вот этой, без Украины и без Киева у России даже нету никакой истории. Нету, да. У них нет, они вцепились поэтому до последнего русского там бурята, чеченца, ингуша, они будут там воевать, потому что без Украины и они никто, и звать их никак. Да, извини, что... Смотрите, с нами был Лезгин, я так понял. Азербайджанскую республику и Южный Дагестан они создали на землях Кавказской Албании. Все наследие Кавказской Албании поделено между Россией и Азербайджанской республикой. Это старый метод. И вас будут уничтожать, и нас будут уничтожать. Мы для них туземцы. Против этого... Я знаю даже, в каком подвале хранится наша история в Лубянке. Я туда первым заскочу. Я хочу сказать, друзья, нам надо относиться к этой стране и к представителям ее так называемых правоохранительных органов, как к террористам. Мы должны поменять свое отношение. Мы, в первую очередь, мы. Так это и есть, это 100%. Мы должны понимать, кто пропагандирует этот их ислам, ихний, который в их подвалах придумали. Этот ислам. Кто пытается чеченской борьбе дать религиозный окрас? Кто пытается чеченцев, армян, лезгин, аварцев, этих? Кто пытается их изолировать друг от друга? Кто пытается внести политику изоляционизма внутри кавказской семьи? Это все этих террористических организаций. Однозначно. Не может чеченец воевать за свободу, ждать поддержки других народов, когда он кричит об джихаде. Не может. Такого не может произойти. Ни один ирландец, ни один шотландец, ни один норвег никогда чеченца не поддержит, если будет знать, что чеченец воюет за ислам, а не за родину. Мы за ислам никогда не воевали. Я знаю. Никогда. Мы воевали за свободу своего народа и за свои земли. Все. И точка. Только за родину.
за свободу, за право писать, читать, думать, жить, общаться на своем языке, своими законами. Точка. Что-то другое, кто-то приходит, говорит, это вам надо. Все, засланец. Однозначно. Это мое мнение. Возможно, я ошибаюсь, я не знаю. Это Но даже не то, что твое, это 100% факт. с нами тоже пытались такой сделать. У нас 2 миллиона мусульман-армян, нам по телевизору русские каналы. Не, вы христиане, какие мусульмане-армяне? Есть. 2 миллиона, столько, сколько чеченцев. Мусульмане-армяне, которые насильно обращены в ислам, нам Россия предлагает, и Турция, с ними не иметь отношений. Якобы они потеряны для нас. Для нас, знаешь, кто потерян? Подожди, я дополню. Для нас, знаешь, кто потерян? Бацбийцы, 240-300 тысяч населения. Типа они христиане, они не из нас. Понимаешь ли? Да, А то ты, же самое. вот нас делят. То есть сейчас говорят, что инглиши тоже какой-то отдельный народ. Сейчас уже начинают, что тейп из нашего народа отдельный. Вот дробят на мелкие куски. Расщепляют, да, расщепляют нацию. Против русского ржавого топора фашизма мы должны выставить наш острый, чистый, блестящий кинжал национализма. Вот что надо им противопоставить. Не надо бояться слова национализм. Пользуясь случаем, пока не забыл, хочу поздравить весь армянский народ и спеть самый такой красивый стишок. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и вы им преданные, прости, Господи, народ. Благодарю за теплые слова. Мы будем делать все, чтобы 20 миллионов армян вернулись в Армению. Мы сделаем это. Мы будем учиться. Мы будем готовить хороших докторов, хороших генералов. У нас знаете, сколько хороших армянских генералов американских? 8 генералов. 8. Один из генералов уничтожил Вагнер в течение 2 часов в Сирии в 2017 году. Джеффри Аллах, пусть Аллах дарует его раем, всеми благами, все боги, чтобы мы во имя Отца, Сына, Святого Кришна, всеми богами мы благословляем его. Спасибо ему большое. Это Джеффри Харигян. Он Вагнер 400 штук. Не людей, 400 человек, штук. Потому что мы по штукам их считаем. Да. 400 штук уничтожил. 400. Вся Россия кровавыми слезами плакала. Армяне, хачики. Я помню. Я этот день помню, как сегодня. Да, Это был праздник какой-то. Фамилия генерала Джеффри Харигян. Это герой нашего народа. Герой. Когда власть уже полностью будет у нас, такими людям памятники будем ставить. Памятники. Обязательно. Мы должны, представляете, я в 93-й год, мы только войну заканчиваем с русскими, с азербайджанцами, в общем, с этими. Там чеченцев убивают. Я не знаю, что делать, друзья. Это убивают, город берут, градом на город поставили, градом стреляют. Нормально. И сегодня Киеву так делают. Всем так сделают. Всем. Себе сделают. Себе. Если они по химическими снарядами в 1919 году уже стреляли. Вы представляете, чем они могут стрелять? На что они способны? Они беспредельщики. Бандтеррористы. Только так, только как с ними надо разговаривать, как с террористами. Пока ствол к колбу не приставишь, этот хайван не успокоит. Извини, что перебил. Когда вот этот Карабах, вот этот начался, я надеялся, я и так и понял, что армяне поймут, что их наиб делают. Не буду говорить русское слово. У русских бедуинов одни и те же. Я вам миллион пример приведу. Наиб это одно и то же, если вы не знали. Я думал, что они вам наиб сделают, потому что это была мина заложена, как это говорят, мина
Как это говорят Менее по-русски? замедленного действия. Вот, да, это чтобы искусственно создавать конфликты, когда им выгодно. Это СССР еще была заложена программа с тех годов, чтобы отнять у одного, подарить другому, потом, чтобы люди спорили. Вот у нас наши соседи, братушки недоделанные, вот в наших домах, прямо наши отцов, наши дома живут, говорят, что они наши братушки по вере какой-то, вот этой беды. Но Сталин им подарил, видишь ли, эти дома. Понимаешь? Вот такая же, я до последнего, вот пускай армяне поймут, что нельзя, не нужно, это Сталин, вот это, они на одного накладывают, но это вся система, вот это была мина заложена замедленного действия. И я не прогадал, я до последнего надеялся, что ваш народ не поведется на это, чтобы воевать с соседом, ну как, за что, за кусок, клочок земли, и который когда-то, вот эти недоимперцы, недоделанные, вот это русня немытая, чтобы конфликт, когда им нужно. Конфликт, когда начался, нужно смотреть. Из-за чего? Когда вот этот Азербайджан хотел провести, уже начал по запроводу через Турцию, когда в обход, вот эта труба за 92 ярда, брошенная в Балтийское море, не понадобилась, вот закрыл, вот этот проект закрыли, под санкции все это попало. Когда Азербайджан начал туда, вот сразу тут конфликт, понимаешь ли, начался. Ну, совпадение, не думаю, как этот Киселев недоделанный говорит. Вот понимаете, людям это все вот вкратце, вот в мелких роликах нужно и армянам, и азербайджанцам рассылать, что нам же жить по соседству, понимаешь? Нам нужно вот этот Кавказ, да, если бы не русня немытая, мы сегодня бы жили лучше Европы. Лучше. В 100 раз. Они бы у нас брали пример, а не мы у них. Понимаешь? Потому что они когда-то у наших пример. Я могу любому доказать, что весь этот Европейский Союз живет по законам наших отцов. Твоих, и азербайджанцев, и наших, и ингушей, и не знаю, и карачаевцев, потому что они жили в Союзе. И она называлась Алания, разными, вот, если мы углубимся туда, века, Хазария, Мазария, не знаю, как хотите называть, но они жили в Союзе. Понимаете? Евросоюз был тогда на Кавказе. Первый союз между разными людьми, разными сообществами. Наши отцы сделали. Сегодня эти люди, европейцы, посмотрели со стороны, забрали это все у нас, начали жить, и они сегодня живут. А сегодня нам русня немытая, которая вообще это невозможно ни нацией назвать, ни народом, не знаю, что это вообще такое, сброд какой-то. Объясняют миру, что они, видите ли, кавказцев, нас всех с вами, учат жить. Мы дикари. Понимаете, какую картину он преподносит миру? Это же это стыд просто. Если вы не уважаете своих отцов, оставьте тех, которые хотя бы уважают их. Я говорю вот этим будулакам, христианам, мусульманам, буддистам. Заколебали вы со своей этой верой. Верьте хоть во что угодно. Нас оставьте. Видите ли, нам надо в первую очередь выгнать их. Во вторую очередь, для того, чтобы все это нужен арбитр. Арбитр. И по Карабаху, и по Чеченскому. Арбитры нужны. Потому что мы друг друга, они такие мины, как вы сказали, положили у нас, что у нас начнется кровавая баня. Если они даже уйдут, перед тем, как Турция придет, они сначала хорошенькую кровавую баню
устроят, а потом уже позовут Турцию. Это сказал... Поэтому поэтому я говорю, нужно до каждого своего соседа, жителя, нам не нужен знаю, арбитр. программ. Вот вы же сейчас почти свободны, можно сказать. Вы уже в свободное плавание уходите. Вы должны предупредить все свое население, потом своих соседей предупредить, им их историю подать, призывать, вот идите сюда, мы вам покажем вашу историю. И у меня большая просьба к вам, это именно. У нас вот недоделанные вот эти историки, вот тут люди есть грамотные, именно думают о своем народе, готовы положить жизнь за свой народ. Спросите, вот этим людям нужно показывать или нельзя вообще, когда спрашиваете, вам объяснят, тут все, тейп спросите, вот тейпа люди нас просят показать историю, им нужно, потому что у нас засланцев, вы сейчас видите, пруд-пруди. Тут люди заскакивают, из-за СССР топят, из-за халифат, из-за шарикат, из-за бурикат, из-за хрен знает что. Спрашивайте, вам люди скажут, как есть, кому можно, кому нельзя. Потому что они будут ее искажать в своих корыстных целях. Однозначно вы правы. Вы правы. На это, поверьте мне, нас немало в мире, нас распилили. Сегодня в Армении население столько почти, сколько в Чеченской Республике. Ну, рот не поворачивается говорить Чеченская Республика. Чеченский субъект, скажем так, в РФ. Потому что республика это когда самостоятельно может говорить вперед. Временно оккупированная земля. Колония, русская колония. Как и Армения была. Но сейчас потихонечку пытаемся их выгнать. Смотрите, если мы соберемся в Армении, если пустят, понимаете, мы весь Кавказ отстроим. Реально вам говорю. Смотрите, эти фривеи, которые делаются в Америке, очень много армян-инженеров. Это модерна, как называется, вакцину Нубаров я создал, его лабораторию. У моего брата есть большие лаборатории. Мы отстроим сегодня на Кавказ. Нам сделать из Кавказа конфетку 10 лет вот по горло хватает. Но нам там враг мешает, враг. 10 лет, потому что все наши дети по всему миру, потому что мы и твой народ, и наш народ, мы знаем практически все самые наиважнейшие языки этого мира. И у меня нет сомнений, что нам 10 лет по голову вот хватит, когда там не будет нашего врага общего. Я 20 лет назад был в Польше, 20, и в прошлом году был в Польше. Это совершенно уже разные страны. Совершенно разные страны. 100%. Совершенно. Это очень легко сделать. Очень легко. К чертовой матери эти их так называемые памятники. Все надо почистить, все заново отстроить. Скоты вместо того, чтобы школы строят для этих детей, мечети и церкви строят. Это, вы думаете, эти мечети и церкви строят? Оккупанту выгодно. Вместо того, чтобы сделать профтехучилище. Ты под ногами не стой, ты в мечети раком стой. Да. Ни музыкальных школ, ни художественных школ, ни театральных школ, ни для скульптора места обучения, ни для кузнеца. Ничего нету. Ничего. Бои без правил, мечеть. Бои без правил, мечеть. Гладиаторы для хозяина. Развлекать. Да. Ты в трусах, как обезьяна, выступаешь, тебя покупают, тебя продают. Ну вот, действительно, обезьяна, раб, современный раб. Развлекаем Наташу, потом, которая завтра пойдет в Анталию и будет, извините за выражение, давать налево-направо. Вот таких Наташ наши храбрые джигиты бородатые развлекают. Вот что происходит. Я очень сильно пропагандирую против боев без правил. Не стыдно, когда я вижу армянина? Не стыдно, который трусы одел и развлекает этих скотов за деньги. А я уже не говорю... У наших отцов была поговорка, не знаю, как это на русском, я уже
к сожалению или к счастью, я забываю этот язык. Короче, кувыркаться вот это не мужское дело. Ты пойми, ты даешь ему тоже оружие, которое у тебя есть, и раз решаешь, что зачем лишний раз там кувыркаться там. Это несерьезно. Это Не мужское. часть этого айсберга. Есть еще бои без правил, где есть смерть. Это, скрытые, подпольные бои есть. Где за убийство платят. Где приходят эти газпромовские шпана, эти миллеровские ублюдки, сеченовские ублюдки, приходят и развлекаются, пока один другого не убьет. Есть и такое в России. Об этом не говорят, об этом по телевизору не показывают. Там вы не представляете, что это. Это сатанизм. Это сатанизм. Григорий Климов в своей книге «Князь мира сего», «Имя мое», все это досконально описывает. Все это. Да, на один храм нужно посмотреть вот этого, прости господи, православия, во что они превратили вообще даже вот эту религию. Прямо как у бедуинов. Как iPhone, телефон обновляется каждый год или через 5 лет. Сегодня, если я тебе клянусь, если я сегодня зайду к своему отцу и начну рассказывать, что да, отец, сегодня вот ислам к нам пришел, и пророк сказал, если ты гордишься своей нацией, он меня поджопниками, короче, оттуда выкинет и нахрен со мной больше разговаривать не будет. Понимаешь? Да. А Политически. тут прямо говорится, не передавайте другими словами. Донести мне нужно до отца прямо вот по словами пророка. И представляешь, этого человека, они говорят, прислал к нам Бог. Угу. У меня это я не могу рай просто с моей матерью, сестрой, с отцом, с родными, не знаю, с семьей сесть и рассказать, что будет в рае. Ты представь просто абсурд картины. Да. Зачем мне рай? Зачем мне этот рай, когда я не могу просто сидя в кругу семьи о нем рассказать? Это что за рай? Это что вообще? Девушка. Вот. Хызар бокурт, бабу, на самом деле, марш вола, дел да бокурт. Понимаете? Серьезно. Смотрите, когда мы жили в этом гребаном Советском Союзе, у нас было восприятие советской действительности. Нам казалось, что мы живем в государстве, говорили, что государство о нас заботится, что есть правоохранители, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Когда мы Все нации равны. Когда мы выскочили из этой страны, увидели, как живут другие народы, я для себя понял, что Советский Союз это не государство, а пародия на страну. Пародия. Тюрьма народу. Пародия. Смотрите, первый, любому фашиста русского спросите, кто первый русский композитор, не ответит. Ни один фашист. Там националистов нету. Потому что русской нации не существует. Да. Значит, Вот, смотрите. я согласен. Где русские? Кто они? Какая у них культура? Что они? Это вообще... Я-то знаю, но они говорят, я рус. Хорошо, ты русский. Да. Что ты? Откуда ты? Да, откуда ты? Твои корни, твои предки где жили? Расскажи нам, откуда у тебя язык такой? Ни хрена нету. Тут какой-то немец пришел, какой-то итальянец, француз приезжали, этих, вообще бабуинов, как вот это, братушек, вот этих, арабов. Учили хотя бы издавать какие-то звуки. Понимаешь? Люди приезжали, учили вот эту немытую, которая с благами даже в 19 веке, вот как локоть, вот с благами ходили, в ямах жили. Ходорковский сказал, что его предки за Кавказ воевали. Я пошел к нему, чтобы он увидел, и написал, твои предки тоже не воевали. Вы привели поляков, вы привели немецких офицеров, украинских офицеров, польских офицеров.
в наемничество. И для вас Кавказ освобождали наемники. Паскевич, Пацевич. Как, Потом. вот я пример сразу приведу, как освобождали французские кефиры, вот эту Мекку для вот этих арабов. Там я иду просто, там чуть-чуть другая мораль, просто интересная всплывает, да, вот я вначале говорил, может, слышали, нет? Вот этот человек, который готов с оружием в руках пойти защищать землю свою, которую его деды завоевали, прям готов пойти и защищать ее. А сегодня его землю захватила вот эта банда, и он это признает во главе с Путиным и так далее. Сегодня не какой-то завоеванный Кавказ, а вот эту основную территорию вот этой России, да, есть возможность пойти с оружием в руках и ее освобождать. То есть он может это дело возглавить, создать какой-нибудь батальон или джамаат, как они нам это приклеивают. Да, создать джамаат имени Добрыни, Никитича, там, я не знаю, Алеши Поповича и так далее. И делать там джихад, и Яшина тоже подхватить вместе с собой, который здесь... Не пойду. Ну как, они же Кавказ защищали с оружием. Чужой нам ментально, ну только просто завоеванный. Автоматом в руках. Эти ублюдки, в Украине тоже есть один такой, Гордон. Минуту. Просто посмотри на две вот эти разных физиономии. Это одно и то же лицо. Когда я же тебе показал, как Ельцин Америке лизнул. Как Америка лизнул. Сейчас Украине как лежит и как на чеченский народ через одно вот это ставленника, вот это манкурта на весь чеченский народ накладывают. Посмотри. Да. Ага. Путин приказал подготовить к запуску ядерные ракеты. Кадыров требует бомбить украинские города. Люди, выходите на улицу, ну или молитесь. Я не знаю, что вам сказать, кроме простить. Простите. Я... Стоп, тысяча. Просто такое конченное вообще существо. Тут, простите, там требует, как кто такой Кадыров, чтобы требовать бомбить Украину? Это вообще что, начальник Пентагона или Шойгу, или кто он вообще требует? Кадыров, Что он знаете, может? чего боится? Кадыров. Скажу вам, чего боится. Он боится одеть оранжевый комбинезон. Вот чего он боится. Оденет. Не таких одевали. Там в Афгане, там 10 тысяч таких Кадыров. Я надеюсь, Эд, что он не умрет такой смертью. Это очень легко. Я не хочу, чтобы он... Я не хочу, чтобы он умер такой смертью. Если бы на него одели бы этот Кадыров, я бы его восхвалил бы, этот мудила там, это вонючка. Вы знаете, он армянский что-то народ. сил не хватает на его там одеть это оранжевый. Он армянский там, народ комбинезон. назвал сбродом. Наш народ этот скотина назвал сбродом. Это не он назвал. Это русские через его вонючий рот назвали, что чтобы армянский народ был злой на чеченский народ. Вот мы к чему должны прийти. Я помню дни, когда ингуши и чеченцы, я раз выхожу на улицу, я вижу, что кто-то спорит, и говорю, что тут случилось, да, тут земля. Я говорю, вы что, вы серьезно тут обсуждали, что у вас какие-то земли?
Представь картину. Ингуши, чеченцы стоят, у которых даже туалет вообще не свой. Они не могут туалет поставить там, где хотят. Вот этот усатый, вот этот, как его, вообще хрен его знает. Кто помнит вот этого усатого ублюдка? Хуюцинцы, Евкуров, да. Вот этот Евкуров, усатая гнида, и этот толстопузик, бля, сидят, делят украинские и чеченские земли, не спросив. И прикинь, на это ведутся люди, меня это бесит. Я туда выхожу, я им говорю, вы что, совсем тупые? Вы вообще вдупляете, что вы говорите? Вы вообще охренели? И они друг на друга смотрят, потом на меня. Я говорю, у вас же нету вообще ни хрена. Вам какая разница, кто куда делит? Я говорю, вы кто? Вас звать никак. Понимаешь, вот это, ну, вот видишь, ты же говоришь, что он на армянский народ, то вот чтобы армянский народ думал, что весь чеченский народ так же думает. Это пропаганда называется. Вонючая, лживая, мразотная, русская, руснявая пропаганда. Однозначно вы правы. Всегда замечал, этот метод заходил под именем чеченца, ругать армянский народ, это очень старый метод. Очень старый. Эд, ни один чеченец не будет целый народ обвинять, если он этого не заслуживает. Сегодня ни ты, ни грузин, ни турок, ни немец, ни афганец, ни араб, ни американец не могут меня упрекать, что я называю русских вонючими, немытыми свиньями, потому что русские никогда не признаются в своих ошибках, в своих преступлениях, потому что их вонючий нос туда пока никто не уткнул. Но мы этого добьемся. Мы добьемся, чтобы их вонючие потомки несколько десятилетий, 50 или 100 лет исправно платили репарации за своих вонючих отцов. Чтобы потом их вонючим потомкам неповадно было в нашу сторону даже смотреть. Тут дело даже, принцип даже не в деньгах, не в таких-то благах, но мы их заставим. Понимаешь? Кто-то же должен ответить за это все. Без суда и следствия. У нас 27 тысяч человек пропало без вести на клочке земли, которые микроскоп не могут найти. Просто представь картину. 27 тысяч человек в одном месте. Представь, это сколько? Просто ты представляешь картину? Просто без вести. 42 тысячи детей. 300 тысяч населения. И вообще хреново туча инвалидов. Вообще даже которые будут висеть на шее этого нашего народа и государства, там вообще из-за этой войны там десятки тысяч. Искалеченные, там судьба, там психика нарушенная. Халиф, я правнук, выжившего от геноцида армянина. Мой прадед сидел в Крыму. Мой прадед сидел в Сибири за борьбу против царской власти, начиная с 1908 года. Я прекрасно знаю боль вашего народа, реально. У меня очень много друзей черкесов, мухаджиров. Я был в Турции, я был в Ялове, где они осели. Я был в Сирии, видел черкесов, которые чуть-чуть вспомнили черкесский язык. Я так хорошо это понимаю, вашу боль. Вы не представляете. Извиняюсь еще раз. Пока не отошли долго от этой лысой гниды Ходорковской, давайте, чтобы люди потом не думали, что мы от себя это говорим, потом это через века, там, не знаю, 100 лет, 50 лет наши дети это будут слушать, чтобы они знали, что такое русский мир и русня немытая, и что
эта империя вообще, чтобы они впредь с ними не то что не дружили, а вообще обходили эту вонючую вот недоимперию боком. Мы сейчас покажем вот этого дядьку. Через 2 шага. Речь идет о делении Северного Кавказа или война, значит война. Чехия Значит, была страна Чехословакии. значит война. Михаил Борисович, вы помните, была страна Чехословакия. Да. И мудрый Гавел, понимая, что словацкий национализм требует создания национального государства, пошел на образование 2 стран – Словакии и Чехии. Я помню. Я не обсуждаю ситуацию как глобальный рецепт. Я говорю про Россию и про наши традиции. И мы не имеем тот уровень европейской культуры на сегодняшний день, который был в Чехословакии на тот момент уже. У нас будет настоящая кровь. Если конкретно спросить у меня, лично я пойду воевать или нет, пойду. За Северный Кавказ. За Северный Кавказ. Чужой нам культурно. Это наша земля. Мы ее завоевали. Нет на сегодняшний день в мире незавоеванной земли. Вся земля когда-то кем-то завоевана. Вот Северный Кавказ завоеван нами. Вы империалист? Нет. Я в определенной степени националист. Русский национализм. Сука, да, сука конченая. Даже Ходорковский, я знаю, что ваши все вот эти, твой лакей, вот этот Ломаев, который в Финляндии сидит, вот этот пузатик бородатый, которого ты приютил, которого ты кормишь с руки. Клянусь тебе. Ну, чеченоговорящий, вот это муслик, который шарикат хочет для чеченского народа. Но когда, ну смотри, это я тебе рассказываю. И когда на встречу с ним Боровой сядет, он вообще не мусульманин какой-то, вообще поконченный кефир. Он говорит, что он хочет всему чеченскому народу, он надеется, что мы будем жить в демократии. Ну, такой сукой быть, я не знаю. Ломаю, тебе в публичном доме работать и этим заниматься, это одно и то же. Я тебе даю слово. Я тебе и при встрече это скажу. И это адресую Ходорковскому. Ходорковский, у твоего лакея таких мозгов нету. Ты слушай сюда, сука ты конченая. Ну, довели человека, довели, людей доводят, поймите, это понятно, что эмоционально, но поймите, если они про нас думают, что мы животные, если они думают, что мы чурки, сейчас Америка всех русских сделала чурками, все русские сегодня чурки, они стесняются свой паспорт показывать, вы бы видели их рожи на пограничных переходах с русскими паспортами. Вы бы видели, как на них смотрят другие люди, другие народы, когда они вытаскивают свой вонючий этот паспорт. Вы бы видели. Вот сейчас кто черножопый. Вот пусть видят, весь мир пусть видит, кто черножопый, а кто нет. Они, как вам сказать, представляете, Киев бомбят, Киев, и говорят, мы русские. Это как человек стреляет с моего родителя и говорит, я его сын. То есть здесь люди действительно сходят с ума у людей. Посмотрите, а ну-ка, сначала боевых действий в Украине, статистику смертей в России от инфаркта, от инсульта, от сердечной аритмии, от хронического гипертонической болезни. Смотрите, что творится. Им никого не жалко. Вина русского народа. Вина русского народа. Чего они сидят тогда, Путин, у них сидит почти 25 лет там, ворует все деньги, унижает свой и чужой народ, сидит там, где какой-то чмошный уже.
Да, А, надо он выйти считает это народу, народ своим. надо порядок навести тогда в своей стране. А он считает этот народ своим. Вот он считает, кто-нибудь из них думает, что это ихние граждане. Абсолютно. Они колонизаторы, и это не Путин. Они 250 лет людей убивают и эксплуатируют. 250-300 лет. Там не Путин. Дело не Сатанист, Путин. полный, конченый, идиот. Нырь. Это дело не поймите. Там семьи. Семьи в Ротенбергов, Сечина, семьи Миллера, семьи Прохорова, Русал. Это Лукойл, Вагит Аликперов, там этот, как его, Год Нисанов. Это все семьи. Для них мы материал биологический. На войну отправят. Если ранят, на органы пустят. Если не ранят, то в Сибирь пошлют. В Сибири будет золото копать, нефть качать. Они будут продавать и жить, и вывозить из страны. Это ОПГ. Она сидит в этой стране 300 лет. 300 лет. Ихние правнуки, ихние внуки, ихние дети. Посмотрите, все чекисты, которые в 1917-18 годах пришли к власти, все были во время царя у власти. Генпрокурор СССР в 1937 году, друзья мои, был Вышинский. Это тот человек, который поймал Сталина в Баку. Он был начальником царской жандармерии Бакинской губернии. Вышинский. Сталин вроде как бы классовый враг, правда? Вышинский, царская жандармерия, царская охранка, арестовал Сталина, лично Берию, посадил их, на каторгу отправил, а приходит Сталин к власти и сразу назначает его генпрокурором СССР. Сергей Михалков, отец этого ублюдка, этого Никиты, этого фашиста, был председателем Союза писателей СССР, 1937 год. Только 200 тысяч русских, российских писателей, поэтов, художников отправил по Сибирям. А сегодня сын его говорит о духовной скрепности. Это смена поколений, там ничего не меняется. Путина не будет. Путин кто такой? Путин Буратино. Исполнительный директор закрытого акционерного общества по имени Российская Федерация. Друзья мои, Путин никто, он с вами, с любым из вас в одной комнате окажется, он обосрется от испуга. С любым из нас. Вот один на один в комнате просто, без оружия, без ничего, он это никто. Если даже он живой, он никто. Моль, реально моль. Он выполняет волю тех людей, тех, извините, особей, которые правят этой страной. И поэтому они нас убивают. Потому что мы понимаем схему этой страны. Мы понимаем, на чем основана эта страна. Когда у тебя 6 миллионов постоянно зэков, это ненормально. И в основном эти зэки, за то, что посмели открыть свой рот. Тот, кто считается в этой стране преступником, в нормальных странах считается героем. То, что у нас считается героем, у них считается преступником. У нас совершенно противоположные ценности. Совершенно. У нас мировоззренческий конфликт. У нас конфликт нашего исторического наследия и с всем этим, извините за выражение, говном, которое они показывают как на православанутость, духовную скрепность, бла-бла-бла. Это все булшит по-английски. Самая главная задача – колонизация и добыча полезных ископаемых. Вот их задача. Путин обеспечивает эту задачу, армия ее обеспечивает эту задачу, внутренние войска то же самое, Росгвардия то же самое, КГБ, МГБ. Только этот процесс, чтобы был безопасен. А как там люди живут, вы сами знаете. Спасибо. Расшифровать эту страну очень легко. Вопрос в том, примет ли Америка решение так ударить по морде, чтобы больше никогда не встала эта собака. А Америка это может. И вот сегодня Трамп газует уже. Молодец, пусть делает, пусть газует. Мы за ним стоим горой. Пусть газует. Сегодня уже Путин лизнул Трампу, кстати. Сегодня уже лизнул. Молодец.
Пусть начинает привыкать, как надо жить дальше, скотина. Трамп, я думаю, сделает так, как сделал Рейган. Наша задача, чтобы КГБ, МГБ всех привлекли к ответственности. Всех. Ни одна собака не должна уйти от правосудия. Ни одна. Никто не должен уйти от правосудия. Поэтому надо обязательно интернационализировать чеченский, черкесский, армянский вопрос. Привлечь арбитров международных. Из приличных стран привести полицейских, поставить все туда-сюда, наблюдатели, все. Пусть приходят и потом пойдем в суд. Нам с ними надо пойти в суд. Мы должны судиться с ними. Лучших поэтов, лезгийских поэтов убивали, армянских поэтов, чеченских, певцов, танцоров. Кто-либо когда-нибудь посмел заглянуть в свои корни, всех убивают. Всех. Одного под исламским соусом убивают, другой под российским соусом. Убивают, друзья мои, убивают. Не то, что там репрессируют, убивают. Вот даже этого дурака отца взорвал, а он пошел к нему, говорит, у меня отца нет, но теперь ты мой отец. Этот, который сидит в Грозном. А его отца кто подорвал? Кто? Израильская разведка? Израильская разведка. Достаточно любому Эрдогану позвонить в Москву. Да, Эрдоган звонит в Москву, говорит, убей этого, убивает. Он звонит Эрдогану, убей этого, убивает. Вот так они вопросы решают. Вот так. Этот. Недолго музыка играла, недолго Израиль ликовал. Я вам скажу так. Саудия уже 3 триллиона долларов положила в США. Вчера. 3 триллиона. Бюджет России 800 с чем-то миллиардов. Они никто в этой А нам говорит вообще даже не усаживайтесь с кефирами. Конечно. Конечно. Кефиры ведь имеют доступ к медицине. Да, а ты представь, арабы немытые вообще камнями, которые потирались, будут учить чеченский народ, как им, и с кем, кто их враг, кто их указывает. Ты представь, абсурд. Я удивляюсь тем чеченцам, которые влезли в эту палестинско-израильский конфликт на какой-либо стороне. Ни на какой стороне не надо нам влезать. Чеченцев и так почти ничего не осталось, как и лезги, впрочем. Ни на какой. Этот не Махмуд Аббас, который говорил, что чеченский вопрос – внутреннее дело России. Это не Махмуд Аббас, который говорил, армянский вопрос – это внутреннее дело Азербайджана. Это за него впрягаются, да? Надо знания передавать чеченцам. Знания. Это говорил Ясиф Арафат. Ясиф Арафат, он этот говорил. Но тот тоже, наверное, говорил. Махмуд Аббас такой же он. Махмуд Аббас. Хазир, вы не в курсе. Ясир Арафат говорил, потом глава террористической организации Хамас это говорил. А Махмуд Аббас приезжал в Чеченскую республику и с Кадыркой вместе там представление смотрел, целовался с ним, обнимался. Ученик Примакова. Он у него защищался. Примаков. Да, мы заняты изучением бедуинских предков. Представляешь? Да, святых, бля. Тут вообще не придрешься. Тут перепихон между родными и неродными. Короче, тут мы изучаем очень важные корни бедуинов. У нас отцов нету, чтобы обсуждать и там героевствовать. Нам сказали коренными зубами. Там, не знаю, как это передать. Вот тут пророк вообще аморальный, вообще безнравственный, вообще без ничего. Самое смешное то, что есть чеченцы, которые верят
верят, что они в исламском мире будут иметь какой-то вес. Это, это, это как идти в казино и надеяться, что ты выйдешь с деньгами. Для исламской так называемой уммы чеченцы даже не пыль. Их они растворят за одни сутки. Это разменная монета у них. За сутки. За сутки. В Москве это поняли. В Москве поняли пассионарность чеченцев. В Москве поняли, что в Чеченской республике, кроме мечети, в принципе, так особо ничего нет. То есть это они создали эту обстановку. Да. И, пожалуйста, исламская тема самая хорошая, самая удобная. Всех пассионаров, кого отправили в Сирию, кого туда, кого сюда. А то, что осталось в Украину, пожалуйста. Они истребляют наши народы, друзья мои, истребляют, как обычных баранов, извините за сравнение. Это мы еще посмотрим. Это мы будем посмотреть. Чего? Сейчас придет дядя. Дядя Джо придет. Дядя Джо придет. Пусть приходит. Пусть приходят. Даже если они нас кинут, друзья мои, даже если они нас кинут, Америка, пусть один раз тоже они нас кинут. Если это так. Если они нас кинут. Дядя Джо сам не придет. Мы с дядей Джо придем в первых рядах. Мы будем посмотреть. Это что за страна? Приветствую тебя. Это самое. Хотел сказать буквально пару слов. Это самое. Баран всегда считает, что пастух очень хороший, а собака его лучший друг, что его охраняет. Но и собака, и пастух знают, что баран, он есть баран, и они его зарежут, съедят, а собака доест, короче. Поэтому тут все и так понятно. Обязательно надо образование. Детей своих, детей отправляйте в хорошие институты, детей, врачей делайте из детей, инженеров, военных, ракетчиков, авиаторов, делайте, пусть станут. Я один раз случайно в Америке увидел полицейского чеченца, так обрадовался, говорю, сынок, ты знаешь мне, как приятно это видеть. Вот так, пусть учат законы, пусть учат, как другие страны живут. И пусть это все прикладывают у себя в стране, в своем народе. И увидите, что будет. Бум будет, бум. Это то, чего враг боится. То, чего зверь боится. Что мы начнем понимать. Мы начнем уметь считать. Мы не лучше и не хуже евреев. Я всегда этот пример привожу. Мы еще покажем. Я живу в очень еврейском городе. Здесь очень много евреев. Да, мой отец был физиком-ядерщиком. Ядерный. Ну, знаете, что такое физик-ядерщик. И он преподавал в университете. И как-то раз, извините, конечно, история короткая, не буду ваши уши, так сказать, забивать. Как-то раз он отметки ставил своим студентам. И я подошел отцу, говорю, папа, у тебя евреи есть? Говорит, полно. Говорю, а кто еще есть? Говорит, армяне есть, мексиканцы есть, русские есть, Америка. Я говорю, папа, а это правда, что евреи умные? Он говорит, вот смотри на оценки, обычные оценки, как эти получают, так и эти. Для меня все равно, я же не смотрю, какой национальный. Ну, говорю, и статистика, говорит, ничего особенного, как все. Как все. Как все. Все зависит от страны происхождения. Все. Это наш Арма тоже так же говорит, там они такие же, так и ничего там особенного нет. Да, это их не фашисты. Да, нет, но мы должны хотя бы слезть вот этого дерьма собачьего, арабского. Просто нам этот русский империализм не дает нам никуда на шаг налево слезть там этот. Мы начинаем слезть, они начинают убивать нас там, потому что их очень куча там, очень много их, а нас мало. И у них, кроме того,
наштампованный вот этот железо, которое на нас кидают там. И просто у нас сегодня шансы-то такое. Нам просто надо какой-то другой выход найти, там этот. Как раз таки, Хызыр, мы выход другой нашли. Нам нужно через именно на бумаге доказать и показать всему миру, что с нами делают братушки руссо-бедуинские. Нас через идеологию бедуинов бедуинизируют, сводят наших средств, с наших исторических исконных, с нашего всего, можно сказать, имена меняют, там язык меняют, вот это хижерш, вот это богословы, вот это все, нам привезли вот это все русня немытое, русские привезли, понимаешь? Мы это все покажем, и за это вот это отвечать, за это все с русскими будут и бедуины. Вы что думаете, бедуины не будут за это платить? Конечно будут. Atlayalani olsa Guriya shense aqaches bu. Asal номер üreteceğim. Asal номер üreteceğim. Выстало, мадашта. Хулон хуза, галвежа, галбола, галва, швек, дом дат, шиен хол айру, выстало. Вы пророк, вара, Аллах, висталар. Я прощаюсь с вами. Спасибо за гостеприимство. Спасибо, что дали мне возможность высказаться. Спасибо. До встречи. Обнимаю вас. Эд, спасибо тебе за то, что ты это высказал, пришел сюда, там этот объяснил, там показал, указал, все важно, все это наша взаимодружбу там между с нами, войнахов между вами, Арменией. Мы всегда это уважали, там это хотят. Наши корни очень глубокие, друзья мои. Наши корни очень глубокие. Так что имей в виду, там тут не то, что там я так особо не умею говорить, но у нас тут есть ведущие, там это умные и правильно там это речь выставляет, и Пармат есть, он всегда там этот подчеркивает армянский и все этот, который древний, там это всегда с нами, с войнахами вас он никогда не отделяет. Так что имейте в виду, там у нас с вами этот положительные взгляды и отношения к вам. И также и на будущем тоже, я надеюсь, будет таким же правильным. Спасибо вам, что вы это пришли и высказали свое. И вам спасибо, до следующих встреч. Благодарю вас, друзья мои. Благодарю. Удачи. Счастливо. И Энзам вы матадис мегардар и чуавош. Это алга дуй висагош дуй единственный хавар маш адам это вист хуш ибрем на угвалар